Сәлеметсіздер ме? Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня пройдем имя прилагательные. Буду рассказывать о разрядах прилагательных, о видах, о формах прилагательного. Интересная тема. Не забудьте подписаться на мой канал. Имя прилагательный дегеніміз бұл қазақ тіліндегі сын есім. Ол заттың түр-түсін, сипатын білдіреді және қандай деген сұраққа жауап береді. Давайте начнем наш урок. Прежде чем начать урок, давайте узнаем, что такое прилагательные. Это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопросы «какой», «чей». В русском языке прилагательные изменяются по родам, по падежам, по числам, могут иметь краткую форму. В предложении прилагательные чаще всего бывает определением, но может быть и сказуемым, имеет тот же падеж, что и имя существительное, к которому оно относится. Прилагательное согласуется в роде, числе и падеже с именем существительным. В связи с этим указанные грамматические категории полностью зависят от существительного, который прилагательное определяет. Красивый пейзаж, красивая скатерть, красивое здание, красивые рисунки. Род, число и падеж – это непостоянные признаки у слов этой части речи. В форме множественного числа у прилагательных род не определяется. Так как прилагательные всегда зависят от существительных, поэтому и называется прилагательным, потому что прилагается к существительным. Обратите внимание на эту таблицу. Имя прилагательное может быть во множественном числе, в женском, в среднем роде или же во множественном числе. Имеется 5 групп образования прилагательных с суффиксом «ы», например, новый, старый, или же «ой», родной, или «и», синий, осенний, или же после букв «г», «к», «х» суффикс «и», маленький, например, или же после букв «ж», «ш», «ч», «ч» с суффиксом «и», «ой». А также имеется 6-я группа образования прилагательных с сложным образованием, например, русско-китайский, англо-казахский, например, образуется из 2 прилагательных. Первое, например, русско, не склоняется и может эти окончания, суффиксы, изменяться в женском роде на окончание «а-я» или же «я-я». В среднем роде окончание «о-е», «е-е», а во множественном числе «э-е» или «и-е». Можете посмотреть на эту таблицу и прочитать. Және орыс тілінде сын есім 3 разрядқа, 3 түрге бөлінеді. Құрылымына байланысты качественный, относительный және притяжательный болады. У прилагательных есть разряды, можно сказать, виды прилагательных. По своему значению, по морфологическим признакам, имена прилагательных делятся на 3 разряда. Первое – это качественные, второе – относительные, третье – притяжательные. Давайте посмотрим на эти примеры для представления, что такое качественные, относительные, притяжательные, прилагательные. О качественных прилагательных говорим, когда речь идет об оценке, о размере, о весе, о запахе, о температуре или о действии. Например, плохой, добрый, высокий, глубокий, тяжелый, невесомый, ароматный, душистый, холодный, теплый, пугливый, смелый. А относительные прилагательные – это говорим, когда
речь идет о материале, например, кожаный, деревянный, или о назначении, спортивный, военный, или когда говорим о времени, утренний, ночной, место, городской, лесной, или о количестве, двухлетний, столетний. Притяжательные, прилагательные используются, когда говорим о принадлежности человеку или животному. Ставится вопрос «чей?», например, медвежья шкура или мамин голос. Давайте теперь дадим определение качественному прилагательному. Характер и грамматической особенностью качественных прилагательных является их способность проявлять признак предмета в большой или меньшей степени. Например, темная ночь, ночь стала еще темнее, низкий забор, забор ниже кустов. Качественные прилагательные образуют степени сравнения, сравнительную и превосходную. По форме образования сравнительная степень прилагательных бывает простым или составным. Простой вид образования – это когда образуется с помощью суффиксов «е», «ей», «е», «ше», например, удобнее, красивее, больше, старше. А составным видом является, когда образуется с помощью слов более и менее. Это мы говорили про сравнительную степень. А теперь поговорим о превосходной степени. Тоже бывает простым и составным. Простая форма образуется с помощью суффиксов «иш», «айш», умнейший, глубочайший. Составная форма образуется с помощью слов наиболее, наименее, самый красивый, наиболее умный, наименее распространенный. Теперь говорим о сравнительной степени. Как мы говорили, смотря на таблицу, прилагательные в сравнительной степени обозначают, что свойственный данному предмету признак проявляется в большой или меньшей степени по сравнению с такими же признаками других предметов, либо в сравнении с качествами, которыми обладал предмет ранее. Сравнительная степень бывает простой и составной. Простая форма сравнительной степени образуется с помощью суффиксов «е», «ей», «ше». Легкий – легче, интересный – интереснее, тонкий – тоньше. Составная форма образуется с помощью слов более и менее. И начальной формы прилагательного, например, более интересный или менее новый. Превосходная степень обозначает, что определенный признак предмета проявляется в наибольшей степени по сравнению с такими же признаками других предметов. Различает простую и составную формы превосходной степени. Простая форма образуется с помощью суффиксов «эйш», «айш». Полный, полнейший, близкий, ближайший. Составная форма образуется с двумя способами. Первое – это присоединяем к начальной форме прилагательного слов самый, наиболее, наименее, например, самый веселый, или наиболее широкий, наименее далекий. А вторая – это с помощью присоединения к простой сравнительной степени слов всего или всех, например, громче всех, слабее всех. В русском языке большинство качественных прилагательных употребляется в двух формах. Полный, например, далекий, широкий, и краткой, далек, широк. Прилагательные в полной форме обозначают постоянный признак предмета. Они изменяются по родам в единственном числе, числам и падежам. Например, сладкий чай, сладкая конфета, сладкое угощение, сладкие яблоки. В зависимости от твердой или мягкой основы прилагательные в
форме мужского рода имеют окончание «ы» или «и», твердый и громкий. В женском роде «а-я» или «я-я», большая, синяя. В среднем роде «о-е», «е-е», круглые, жгущие. Относительные прилагательные называют постоянные качества, признаки, выражая их не непосредственно, а через отношение к другим предметам. Серебряный крестик, то есть этот крестик сделан из серебра, обозначает материал. Ночной поезд, поезд, который езжает ночью, обозначает время. Верхняя полка, полка наверху, обозначает место. Трехлетний малыш, малыш 3 лет, обозначает количество. Конская упряжь, упряжь для коня, обозначает назначение. Часто относительные прилагательные употребляются в переносном значении и приобретают значение качественности признака. Железный гвоздь, железное здоровье, хорошее, отличное здоровье обозначает. Солнечная энергия, солнечная улыбка в переносном смысле. Осенний дождь, осеннее настроение обозначает печальность. Такие относительные прилагательные переходят в разряд качественных. Можете посмотреть на эту таблицу. Относительные прилагательные указывают на вес, время, длина, место, действие, материал и назначение предмета. Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета к какому-либо лицу или животному и отвечают на вопрос «чей?». Слова этого разряда образуются с помощью характерных суффиксов «ин», «ын», «ов», «ев», «и». Например, бабушка, бабушкин голос, то есть это голос бабушки. Царица, царицын указ, указ, который дает царица. Крокодил, крокодиловые слезы, слезы крокодила. Андрей, Андреев портфель, то есть это портфель Андрея. Говядина, говяжий балык, балык из говядины. Верблюд, верблюжья колючка, то есть колючка верблюда. Из прошлых уроков знаете, что такое склонение. Если не знаете, можете посмотреть по ссылке в описании. Склонение – это изменение прилагательных по падежам. Имена прилагательные в зависимости от конечного согласного основы, то есть от существительного, твердого или мягкого, при склонении имеют разные окончания. В мужском роде в именительном падеже окончание «ы» или же «и», мокрый, близкий. В женском роде «а-я», «я-я», сухая, синяя. В среднем роде «о-е», «е-е», слабые, летние. Понаблюдаем, какие окончания имеют прилагательные в падежных формах. Начальная форма прилагательного бывает в именительном падеже и в единственном числе. Например, большой уютный дом. Задаем вопрос «какой?». В родительном падеже большого уютного дома. Вопрос «какого?». В дательном падеже большому уютному дому. Вопрос «какому?». В винительном падеже большой уютный дом. Какой? Вопрос. В творительном падеже большим уютным домом. Каким? В предложном падеже о большом уютном доме. О каком?
Можете посмотреть и средний, и женский род. Прилагательные в полной форме согласуются с определяемым существительным в числе, роде и падеже. В предложении такие слова выполняют роль определения. Например, городской поселок возник на месте древнего славянского селения. Здесь эти прилагательные определения, например, городской поселок. Какой поселок? Здесь древнего славянского селения в единственном числе, в родительном падеже и в среднем роде. Прилагательное в полной форме может быть частью составного именного сказуемого. Например, ночь была темная и холодная. Здесь была темная и холодная составное именное сказуемое. Подчеркивается двойной линией. Прилагательные в краткой форме или в форме степени сравнения – это сказуемые. Например, с утра она была весела и настроена благодушно. Здесь слово «весела» в краткой форме выполняет роль сказуемого. Итак, обобщим наш урок. У имя прилагательного есть постоянные признаки. Это качественные, относительные, притяжательные, прилагательные. Качественные прилагательные имеют степень сравнения, сочетается с словом «очень», имеет краткую форму, имеет синоним. А относительные не имеют таких признаков, как степень сравнения и краткую форму, но имеют синонимичные формы существительного. Например, Волжский берег, берег Волги. И притяжательные прилагательные отвечают на вопрос «чей» и образуются с помощью суффиксов «ов», «ев», «он», «ин», «и». Например, «лиси». И есть примечание. Качественные может перейти в относительные прилагательные, а относительные в качественные прилагательные. А притяжательные прилагательные может перейти в качественные и в относительные. И второй этап – непостоянные признаки прилагательных. Во-первых, у качественных прилагательных бывает полная и краткая форма. У качественных прилагательных имеется степень сравнения сравнительная и превосходная. И имеется род, число, падеж. И имеет синтаксическую роль. Обычно бывает определением или сказуемым. Теперь, как всегда, после уроков мы делаем упражнения. Остановите видео и просклоняйте эти словосочетания. Давайте посмотрим на правильный ответ упражнения. В женском роде зеленая трава, зеленой травы, зеленой траве, зеленая трава, зеленой травой, а зеленой траве. А во множественном числе в именительном падеже зеленые яблоко, в родительном падеже зеленых яблок, в дательном падеже зеленым яблоком, в винительном падеже зеленые яблока, в творительном падеже зелеными яблоками и в предложном падеже о зеленых яблоках. Можете привести свои примеры и написать в комментарии. Осымен бүгінгі сын есім туралы сабағымыз соңына жетті. Тағы да сын есім туралы сабақтары болуы мүмкін. Алайда келесі жолы сан есім туралы айтатын боламын. Сондықтан арнама жазылуды ұмытпаңыздар. На этом сегодняшний урок окончен. О прилагательном. На следующем уроке пройдем имя числительные. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить мои уроки. До следующего урока. До свидания.